Это 12 групп, включая ясельную, для всестороннего развития которых здесь будут созданы все условия. Детский сад и новую школу строят в столице Ингушетии. И все в рамках федерального проекта «Жилище». Адам, здесь тоже просроченные полгода назад конфеты. Внимательно смотрите на срок годности. Заскучавший на прилавках товар сегодня проверяли сотрудники Роспотребнадзора. Акция «Месяц чистых дел» охватила Барсуки, Сунжу и Малгобек. Помощь в строительстве дома, проведение водопровода и организация концерта для души. В выпуске. Желаю нашей молодежи быть крепкими, здоровыми. Вот так вот. Он по-настоящему любил эту жизнь. Не стало самого активного жителя Ингушетии Весенгирея Барханоева. Да, что. Выход поистине этого великого романа произвел тогда настоящий фурор. Из тьмы веков бессмертному роману Идриса Базоркина сегодня 51 год. Добрый вечер, это новости 24. До конца 2021 года в Ингушетии планируется строительство 12 школ по 720 ученических мест и 17 детских садов на 220 малышей каждый. Один из таких тандемов сейчас возводится в Магасе, в 9-м микрорайоне. Оба учреждения находятся в шаговой доступности. Так реализуется федеральная целевая программа «Жилище». Репортаж Ридат Халухоевой. Шум строительной техники в 9-м микрорайоне Магаса не утихает ни днем, ни ночью, не покладая рук. С раннего утра здесь трудится около 25 рабочих, чтобы в скором времени сотни малышей заполнили коридоры и классы нового детского сада. Детский сад возведен в рамках подпрограммы стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы и рассчитан на 220 малышей. Это 12 групп, включая ясельную, для всестороннего развития которых здесь будут созданы все условия. Игровые и спальные комнаты, зал для занятий физкультурой и музыкой, пищеблок и медицинский кабинет. Здесь предусмотрено все. Строители не сомневаются, сдать объект у них получится в срок. Здесь полностью завершен нулевой цикл. Проведены все необходимые коммуникации. Сейчас завершаются отделочные работы. Все наружные виды работ уже выполнены. Там канализация, теплотрасса, водопровод. Все работы по электромонтажу процентов 90 выполнены. Ведутся работы по противопожарной безопасности. Слаботочные работы полностью произведены. Игровая зона с дворовыми дорожками, высаженными деревьями и цветами также сделают пребывание малышей в садике более комфортным. Уже на этой неделе подрядчик обещает приступить к благоустройству прилегающей территории. Графику по плану объект должен быть введен в декабре этого года, 2019 года. Но сейчас с опережающими темпами идут, с опережением графика производства работ, и планируем досрочно к сентябрю месяцу ввести садик. Лимиты этого года уже предусмотрены, контракты заключены, проблемных моментов нету. Подрядчики очень хорошие, зарекомендовавшие себя на объектах республики. Детский сад в 9-м микрорайоне предусмотрен для жителей строящихся рядом многоквартирных домов. Все в шаговой доступности для удобства родителей, да и самих малышей. Здесь строится еще и школа. Ее зеленый фасад уже радует глаз. Строительство новой школы ведется хорошими темпами. Еще в июле прошлого года здесь шел первый этап работ. Сейчас возведение близится к завершению. Сейчас рабочие делают последние штрихи по устройству пола и монтажа потолка. Символически важный этап развития нового микрорайона, ведь это первый соцобъект из тех, которые необходимо создать для комфортного проживания жителей. Около 60 учебных кабинетов, большой актовый зал, библиотека и просторная столовая. 4-этажное здание будет оборудовано всем необходимым для полноценного обучения школьников. Особая гордость – спортзал площадью 300 квадратных метров. Здесь вместо обычного деревянного покрытия подрядчик предусмотрел наливной из полимерного материала.
материала. Спортзал площадью 300 квадратных метров, сделан наливной пол полимерных материалов, и сверху идет спортивное покрытие. Это спортивный линолеум типа эластур. Это он смягчает, для детей, специально для беговых, силовых упражнений, для беговых упражнений, чтобы не было боли, чтобы было комфортно, чисто. Подвергается хорошо уборке, очистке, мойке данное покрытие. Более того, для школ, для активного отдыха, для подвижных игр на территории предусмотрены 5 спортивных площадок. Есть внутри помещений порядка 600 квадратов рекреационные помещения для отдыха между занятиями, между уроками. Механизм возведения школы определен задолго до начала ее строительства. Соблюдены все нормы и правила с применением последних технологий. За этим ежедневно следят сама строительная компания и Минстрой Ингушетии. На объекте надо быть ежедневно, отслеживать строительную часть, ход строительных работ, проверка на качество и на соответствие проектному заданию, что мы и делаем ежедневно. Более того, мы каждую неделю в конце даем конъюнктурные обзоры для руководства. Школа рассчитана на 704 посадочных места. Строится в рамках подпрограммы паспорта национального проекта «Жилье. Стимулирование». В прошлом году эта программа дала хороший толчок развития нашей республики, говорит министр строительства Осман Вышегуров. 344 тысяч квадратных метров жилья из намеченных 2 миллионов уже введены в эксплуатацию. В таком же темпе она должна реализовываться и до конца 2024 года. Как и второй проект «Чистая вода», сметная стоимость которой составляет 80 миллионов рублей. 28 из них предусмотрены на текущий год. Проектно-сметная документация подготовлена. Мы буквально на той неделе защитили в фонде ЖКХ России, защитили заявки. И сейчас объявили аукцион. Это по 5 проектам. Это водоснабжение сельского поселения Датых, водоснабжение села Насыркорт, Инырки и 8 артезианских скважин в столице республики Магас, в районе Алиюшта. Для водоснабжения, для отсечения Магас от центрального водоснабжения Магасского водозабора, чтобы высвободить всю воду, мы планируем подать на Альтива, на Назрань, для решения проблемы с водоснабжением. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в период с 2019 по 2024 год также одно из направлений нацпроектов, реализуемых Минстроем Ингушетии. У нас предусмотрены в этом году 28 миллионов рублей, по которым мы должны переселить 101 жителя. Это будет 20 квартир. В 20 квартирах мы собираемся переселить. Это будет Демченко, по улице Демченко в Сунжинском районе и Московская, 13 на Зране, по 2 проектам. В целом мы идем по графику, не отстаем. И угрозы срыва ни по каким объектам нет. До конца 2021 года в Ингушетии планируется и строительство 12 школ по 720 ученических мест и 17 детских садов на 220 малышей. Такая инфраструктура в шаговой доступности для жителей, несомненно, лучший показатель развития сферы образования региона. Жарадат Хулхоева, Адам Далаков, Новости 24. Безопасный выпускной. В Совете безопасности прошла встреча с участием правоохранительных органов и представителей Министерства образования. Обсудили безопасность детей во время школьных линеек и передачу транспортных средств несовершеннолетним во время массовых мероприятий. Эта проблема существует из года в год. Праздничные мероприятия не должны омрачать случаи ДТП. И вот что по этому поводу предлагают сотрудники МВД совместно с Минобром. 05:00 часов завтра мы начинаем проводить обследование. Также сотрудники органов внутренних дел, Управления Федеральной службы национальной гвардии, которые задействованы на обеспечение охраны общественного порядка, мы пункты изменений внесли, они тоже будут заступать ровно 5:00 часов утра. Уже они будут находиться на месте несения службы по республике Ингушетия по школам.
Помимо охраны, там будут и сотрудники Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения привлечены, особенно к тем школам, где у нас есть проезжая часть, примыкает какие-то внутриреспубликанские или городские или районные дороги к образовательным учреждениям. Там обязательно, соответственно, будут выставляться дорожные патрули. Но вопрос в чем? Уже сегодня у вас есть в каждой школе родительские комитеты. Вот в рамках работы вот этих родительских комитетов уже дать звонок детям, старшеклассникам, чтобы завтра максимально по возможности и родительские комитеты поработали бы в данном направлении, чтобы старшеклассники, чтобы родители не давали бы автотранспортные средства своим молодым детям, да, чтобы со своей стороны они осуществили бы контроль. Ну и в свою очередь правоохранители будут также осуществлять контроль. Но и тут немаловажный вопрос, это металлорамки, они у вас во всех школах есть, выставление вот этих металлорамок. Соответственно, там в каждой школе будут и полицейские женского пола, сотрудники ПДН, других подразделений, в том числе и ваши преподаватели, которые знают ваших учеников, знают ваших родителей. Если где-то на что-то нужно обратить внимание, то в свою очередь сразу же они старшему, там, будь это участковый или оперативный сотрудник, чтобы сразу же дали бы информацию о том или ином лице, который находится на территории школы и ведет себя подозрительным образом, или при нем есть какая-то подозрительная вещь, будь это сумка, портфель, пакет, не знаю, все что угодно. Но и при обследовании, чтобы ушли бы тот вопрос, чтобы они могли качественно обследовать, открыть все помещения, и чердачные, и подвальные помещения, чтобы там уже могли тоже провести. Вот, соответственно, там не только директор, есть завхозы, обязательно, чтобы они там поприсутствовали. Вот. Это наша общая задача, как вы сейчас все сказали, это все наши дети, конец учебного процесса. Соответственно, у многих детей радость о том, что учебный год закончился, что они могут сегодня пойти на каникулы, отдохнуть где-то в каких-то лагерях, где-то восстановить свое здоровье, психику. Все. Поэтому со стороны правоохранительной все, что вам необходимо, будет обеспечено. Мы продолжаем информировать о проводимых рейдах на торговых точках региона. Сейчас период активных закупок, товар представлен в ассортименте. Но вот все ли в порядке со сроком годности и качеством предлагаемой продукции? С этим разбирались Роспотребнадзор и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Томовой. Адам, здесь тоже просроченные полгода назад конфеты. Просроченная продукция на прилавках центрального рынка в Назране, к сожалению, явление нередкое. На степень свежести собственной продукции не влияет даже священный месяц. И в Рамадан берут деньги верх над сознательностью. В таких случаях сотрудники Роспотребнадзора с нарушителями не церемонятся. Весь просроченный товар снимают с прилавков и изымают у хозяина торговой точки. Здесь вся идет просрочка полностью. Начиная вот эти три, вот вся эта партия уже будет просрочка. Уже 2 месяца как просрочка. 06.03.2019. Такие рейдовые мероприятия в священный месяц Рамадан уже стали нормой. Сотрудники таким образом стараются огородить покупателей от просроченной продукции, которая время от времени все же находит своего невезучего покупателя. Например, Иса Бузуртанов в сфере торговли не первый год. Мужчина делится, что срок годности проверяет дважды при закупке продукции и когда раскладывает ее по полкам. Срок проверяет только 6 стабильно неделю 2 раза. А что проверка же текач? Да, лично проверки. Хая чхан, хакач, расфасовки, хай цухан проверки. Этим адучхан. А что шахижа чхана, что шаник не слой просрочки, да, цахаян чултиха контролировать до ашкин пьет. Да, кан просрочки, нагасан срок чекка, чекка, дихал хода яхт сразу. Нагасан, на месяц закупают до 20 лунби, нага просрочку сразу возврат его. Качеству продуктов питания в священный месяц Рамадан у Роспотребнадзора особое пристальное внимание. Несмотря на это, сами же покупатели могут в спешке не обратить внимания на срок годности товара. Потому именно такие рейдовые мероприятия, проводимые по поручению главы Ингушетии, позволяют избежать подобных казусов. В течение всего священного месяца Рамадан и в преддверии праздника Идаль-Фитр мы знаем, что идет массовый ввоз в республику продуктов питания, молочной продукции, мясной продукции.
И ежегодно в этот месяц мы усиливаем свои контрольно-надзорные мероприятия на крупных торговых точках, торговых центрах и, конечно же, на рынках. Вот сегодня мы побывали на рынке, который находится на территории города Назрань, проверили несколько торговых точек, выявили нарушения в части несоблюдения сроков хранения и реализации продуктов питания. Также нарушено в нескольких контейнерах условия хранения молочной продукции, то есть йогурты, творог, кефир, сметана хранятся не в холодильном оборудовании, не соблюдаются их условия хранения. Также выявили реализацию консервированной продукции без наличия маркировки. То есть для нас это продукт, получается, домашнего консервирования, который запрещен в реализации. Далее к Роспотребнадзору присоединилась и комиссия по мониторингу цен. Половина священного месяца Рамадан уже позади. Хозяюшки готовятся к мархаш. Каждая хочет удивить гостей богатым разнообразием блюд. На стол порой уходят десятки тысяч рублей, так как стоимость продуктов на рынке в преддверии праздника возрастает в разы. Чтобы разобраться в ценовой политике, которую придерживаются рыночные предприниматели, сотрудники различных организаций практически ежедневно проводят мониторинг цен. Данное мероприятие проводится с целью необоснованного повышения цен на священный месяц Рамадан, на период священного месяца Рамадана, а также для удобства населения нашей республики, для того, чтобы закупали продукты на праздник, на Рамадан. Продавцы уверяют, они бы и рады в такой священный месяц максимально снизить стоимость продуктов, но цены на их товар зависят в первую очередь от себестоимости, плюс расходы на транспортировку. Наш магазин никогда не завышает цены в связи с праздником Рамадан, и во время Пасхи мы никогда не добавляем. У нас цены идут, как постоянные. Но иногда бывает, что поставщики завышают цены, и, естественно, нам приходится добавлять чуть-чуть. И то это в пределах нормы. Резких скачков в стоимости на большинство продуктов пока не наблюдается, за исключением нескольких частных торговых точек. А вот как с этим будут обстоять дела через неделю? В основном встречаются продукты с очень маленьким сроком хранения, и эти товары не изымаются с прилавок, и они стоят и продолжают дальше торговать этой продукцией. В основном ценовая политика у нас в республике, она не такая высокая, цены пока, по крайней мере, за время этих проверок стабильные. Представители Роспотребнадзора дают несколько дельных советов, что уже из продуктов можно закупать в предстоящие праздники, чтобы избежать ажиотажа и дефицита. Это консервированные изделия, которые добавляем, обычно готовим салаты в праздник Идаль-Фитр. Также напитки, которые тоже можно длительно хранить. То есть вот такие продукты мы можем немножко заранее купить. Конфеты, коробки конфет и сухофрукты тоже можно заранее закупать, так как сейчас цены приемлемые. В любом случае иногда мы наблюдаем небольшое завышение цен вплотную, когда уже идут праздники. Поэтому было бы очень удобно немножко заранее закупиться продуктами, которые можно хранить и в подвальном помещении дома, и в холодильных оборудованиях. Это, в принципе, не мешает. Это было бы очень хорошо. Такие контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться до конца священного месяца Рамадан. По всем выявленным нарушениям будет выписано предписание, а затем и штраф. Словом, отделаться нерадивым продавцам с просроченной продукцией точно не удастся. Светлана Томова, Магомед Дацкиев. Новости 24. Во дворце Сдоевых провели воду. Казалось, обычная коммунальная ситуация. Только вот этих элементарных условий семья, проживающая в Малгобеке, ждала многие годы. У хозяйки Зайнаб слабое здоровье. Живет сейчас одна, воспитывает сына. Просьба о помощи была услышана сотрудниками Ингуш-регион-водоканала. А вот, к примеру, управление налоговой службы поддержали семью Тимурзиевых из селения Барсуки. Это еще пару историй в копилке месяца чистых дел. Напомню, в регионе проходит флешмоб под таким названием. Слово нашим корреспондентам. Во дворец Издоевых настоящий праздник. Наконец-то они смогут пользоваться водой в своем доме. Жизнь этой семьи нельзя назвать легкой. Зайнаб – инвалид второй группы. Давно похоронила мужа. Сына воспитывает в одиночку в этом маленьком доме и ведет хозяйство. Но удобство же я صدق حماد صديقت وانا вот метров 300 тележки сатих дыркасхи 8 лет так
Зайнаб недавно перенесла операцию по удалению опухоли. Поднимать тяжести ей категорически нельзя. Семья живет на скромную пенсию. Денег не хватает, спасает небольшой огород, которым хозяйка занимается лично. Но вести хозяйство без воды труднее вдвойне. В сложившейся ситуации сотрудники Ингуш-регион-водоканала этой семье решили помочь вне очереди. Мы во исполнение поручения нашего главы провели необходимые работы, провели отдельно ей линию, водопровод, именно так, как она хотела, именно в этом месте. Использовали качественные материалы. И в данное время у этой женщины есть вода. Планируются также дальнейшие работы по внутренней разводке, но у нее там необходимо еще какие-то строительные работы произвести. От себя лично мы планируем эту женщину взять на особый учет. В нашей абонентской службе заведем для нее лицевой счет, для того, чтобы, как человек особо нуждающийся, мы планируем это делать и по всей республике, по мере необходимости, где есть реальная такая необходимость, чтобы ей не приходилось оплачивать, потому что она имеет право, как тяжело больная. Делать добро в такой священный месяц вдвойне приятнее. Помощь нуждающимся. Добровольные пожертвования всегда входили в основу ислама. Для каждого мусульманина пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является примером. Именно он призывал людей быть отзывчивыми для ближних, помогать делом или словом тем, кто нуждается, не оставаться в стороне при виде несправедливости. Принять участие в акции может каждый, главное желание помочь. Поддержка при этом может быть не только материальной. Важны самые незначительные добрые поступки, к примеру, примирение и прощение. Идрис Ижиев, Магомед Билакиев, Новости 24. Мы ей уже дали фамилию, все нормально. Дел в самом разгаре. Желающих стать его участниками с каждым днем становится все больше. Сегодня к доброй традиции присоединились сотрудники Федеральной налоговой службы. Они решили помочь семье Тимурзеевых в строительстве дома. Этого дня семья Тимурзеевых ждала очень долго. Ютиться в вагончике им приходится уже 12 лет. Зимой в таких условиях жить трудно. Щитовой домик, продуваемый всеми ветрами, стоит на склоне холма. Из-за этого дети часто болеют. У старшей дочки Любы на этом фоне развились аденоиды. Щитовой домик чахширсо, кабир цани, чахалдс чвах, обстоятельства, кильдо бирш, тачва мотикят, скейр чога. Комнате, кухни, спальница, кабир цани, чвах, несколерсон. Таш сиях, положение, он десешь, кайкерсо, что он одехшен. На призыв помочь нуждающимся откликнулись практически все сотрудники налоговой службы. Пеноблоки, цемент, арматура для заливки фундамента, кровля и древесина. Такой приятный сюрприз ждал эту семью накануне вечером, когда они пришли домой. Сегодня довезли оставшуюся часть стройматериалов. Теперь в наличии у Тимурзеевых есть все, чтобы осуществить заветную мечту. Вдобавок ко всему благодетели вручили семье корзину со сладостями и фруктами и небольшую сумму денег для заливки фундамента. Налоговая служба в Республике Ингушетия собрала там определенное количество денег, чтобы ей помочь в строительстве дома. Собирали как руководители, так и простые рабочие. В общей сложности собрали около 200 тысяч и закупили материал. Мы надеемся, что работа уже, в принципе, она может быть уже начата. Люба и ее супруг работают, стараются обеспечить себя и 3 несовершеннолетних детей. Вырученные деньги уходят на необходимые ежедневные затраты, еду и одежду. Лишнего рубля, чтобы начать строить дом, не остается. Материал
Больше всего предстоящим преобразованием рад Магомед. Он в семье самый старший, учится на отлично. Мальчик мечтает о своей отдельной комнате, которую не придется ни с кем делить. Тогда он сможет спокойно готовиться к урокам. отдельный комнату, заниматься футболом, в футболе, все. Тимурзиева планирует начать строительство уже после праздников, а сама благотворительная акция «Месяц чистых дел» продолжится до конца Рамадана. Присоединиться к ней может каждый желающий, неравнодушный к чужим бедам и проблемам. Тамара Хашагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24. Ну а в Сунже сегодня звучали религиозные песнопения. Там прошел час нашидов. Организатором мероприятия в рамках акции «Месяц чистых дел» в преддверии Рамадана выступил ансамбль Сунжа. Зелимхан Калоев расскажет подробнее. Час нашидов. В Сунже звучат наставления, слова восхваления Аллаха и мольбы о прощении. На импровизированной площадке звезды исламских песнопений. Иса Исамбаев в регионе постоянный гость и любимец публики. Без его участия не обходится ни один вечер нашидов. Всегда меня принимают очень гостеприимно. Хотелось бы всех поздравить с месяцем Рамадан. Пусть Всевышний Аллах возлюбит нас всех. Пусть Всевышний Аллах возлюбит два наших братских народа, Ингушетия и Чечня. В них поется о бренности мира, поучительных историях и притчах. Молодежь, местные жители и просто прохожие собираются послушать исламские песнопения. Под открытым небом это по-настоящему завораживающее шоу. Они поют на разных языках, но восхваляют единую веру. На русском, ингушском, арабском. Исполнители прославляют Всевышнего, приветствуют его пророков, воспевают добродетели служения на пути Аллаха. Исполнитель нашидов из Чечни Сулейм Ахаршаев свои песни посвящает любимому пророку, мир ему и благословения, матерям и сестрам. Каждый выход артистов – новые эмоции. Для Миланы Цуроевой этот вечер долгожданный. Ярая поклонница нашидов и фанатка Исы Исамбаева давно мечтала познакомиться с кумиром. И вот час настал. Мне очень сильно понравились его нашиды. Как я узнала об этом? Я узнала чисто случайно. Час нашидов, возможно, в скором времени станет еще одной доброй традицией к завершению Рамадана. Организатор ансамбль Сунжа сумел подарить частичку счастья всем присутствующим, присоединившись к масштабному флешмобу «Месяц чистых дел». Благотворительность в Рамадан имеет особую ценность. До окончания священного поста остались считанные дни. Важно успеть простить, совершить благое дело и раздавать садака. В атмосфере праздника и семейного отдыха час нашидов пролетел незаметно. Зелимхан Калоев, Адам Далаков, Новости 24. На щеках румянец, в глазах стремление к победе. Таким он запомнился до конца своих дней. На 88-м году жизни скончался известный ингушский спринтер, инициатор всевозможных массовых забегов Висенгири Барханоев. Его всегда можно было встретить на забеге или тотальной зарядке. Приверженец спорта и здорового образа жизни, несмотря на преклонный возраст, регулярно совершал 15-километровые марш-броски и даже принимал участие в восхождении на Столовую гору. Висенгири стал первым участником соревнований по парашютному спорту в Ингушетии. Ни стужа, ни зной никогда не были для него помехой. А все закалка. Ему было всего 13 лет, когда он начал работать на моторно-тракторной станции. Юный труженик тыла помогал собирать на заводе тракторы и комбайны. Тогда еще юный мальчик не осознавал, насколько огромную помощь его труд вносит в приближение Дня Победы. Висенгири Барханоев всегда доказывал себе и всем участникам соревнования, что его дух не сломить, а упорство и настойчивость способны покорить любые вершины. Бодрый и звонкий голос спортсмена тому подтверждение. Желаю нашей молодежи быть крепкими, здоровыми. Вот так вот. А для этого нужно заниматься физкультурой и спортом.
начиная со школьной скамьи, нужно в секции ходить, заниматься надо. Все время надо заниматься. Все время надо заниматься физкультурой. В этом спасение нашей нации, нашей ингушской маленькой нации, спасение физкультуры и спорта. Выпуск «В дружбе народов. Наши победы». Под таким патриотическим названием сегодня стартовала межрегиональная молодежная медиа-экспедиция. Такая акция проводится впервые, и целью участников за 3 дня объехать города воинской славы всего Северного Кавказа. Первой точкой автопробега стал наш Малгобек. Репортаж Микаэлы Тангиева. Покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Детям своим расскажите о них, чтобы запомнили. Когда мы едины, мы непобедимы. Именно с таким патриотическим лозунгом прошло сегодняшнее мероприятие на Аллее Славы в городе Малгобеке. Делегация из Северной Осетии, в составе которой представители различных ведомств и учреждений региона, приехала из своей республики с целью сохранения и популяризации исторического и культурного наследия народов России. Уважаемые наши гости, сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань памяти всем павшим в боях за Родину Малгобекской оборонительной операции. Разрешите от имени всех малгобекчан, от имени Министерства по национальной политике Республики Ингушетия поприветствовать участников медиаэкспедиции «В дружбе наша сила» по местам городов воинской славы. По словам участников медиаэкспедиции, ее главная идея заключается в том, чтобы через знакомство с историческими местами и событиями, касающимися разгрома фашистской Германии на Кавказе, через описание подвигов участников Великой Отечественной войны, акцентировать внимание на общей культуре, традициях, обычаях и исторических победах, которые стали возможны благодаря единению народов России. Вот сегодня мы находимся на этой земле, которая дала много героев Советского Союза. Интересный факт. В битве под Малгобеком 6 человек стали героями Советского Союза. Среди них армянин, еврей, русский. О чем это говорит? И говорили наши уважаемые выступающие выше. Что тогда никто не думал, кто какой национальности. Все плечом к плечу стояли и давали отпор. 1 сентября 1942 года вражеские войска начали штурмовать Малгобек. Немецкое командование было нацелено взять город внезапным ударом, чтобы не затронуть нефтепромыслы и сразу организовать себе добычу нефти. Малгобек 14 раз переходил из рук в руки, но все же выстоял и в январе 43-го был освобожден от оккупации. Отдавая дань павшим здесь воинам, собравшиеся почтили их память минутой молчания. В условиях динамично развивающегося информационного общества трудно переоценить роль средств массовой информации в деле популяризации исторических фактов и событий, способных подтвердить верность лозунга «Когда мы едины, мы непобедимы». Пристального внимания требует профессиональная подготовка молодых студентов факультета журналистики, в руках которых имеется такой коммуникативный ресурс, как интернет. В интернете об этом должна писать в первую очередь молодежь. Потому что сверстники, естественно, наши читают, и они будут тоже проникаться этой темой, то есть просвещать своих же сверстников. Гармонизация межнациональных связей всегда была и остается важнейшим приоритетом и основным фактором сохранения и укрепления социально-экономической и политической стабильности в России. Проведение таких патриотических мероприятий только способствует развитию и укреплению добрососедских отношений между народами нашей общей Родины, отмечают руководители Миннаца. На федеральном уровне наше министерство, мы будем эти мероприятия проводить, чтобы после 9 мая тема не закрывалась. Мы будем чтить, на этом мы будем воспитывать нашу молодежь. У нас другого пути нету, потому что только патриотизм, дружба народов и наше единство. Очень приятно видеть такой теплый, такой организованный прием в Малгобеке. Очень много молодежи, очень много взрослых, старшего поколения. Это говорит о том, что все понимают важность любого мероприятия, которое привязано к историческому прошлому этого города, достойному, великому
долгу и подвигу, который совершили здесь в свое время люди. В завершении мероприятия для гостей и жителей города Малгобек подготовили концертную программу, связанную с тематикой военных лет. Впереди участникам медиаэкспедиции еще предстоит посетить такие города воинской славы, как Грозный и Нальчик. В Великой Отечественной войне братские народы Советского Союза плечом к плечу сражались за жизнь и свободу. Благодаря совместным усилиям всех национальностей нашей великой Родины, единым огромным трудовым и военным подвигом, кровью, потерями и слезами была достигнута великая победа над нацизмом и фашизмом. Ценой огромных жертв наш многонациональный народ выдержал это испытание на прочность, и поэтому мы обязаны помнить об этом подвиге и передавать эту историю из поколения в поколение. Микаил Тангиев, Асхаб Белакиев, Новости 24. Ровно 51 год назад, 22 мая, в свет вышел бессмертный роман «Из тьмы веков». Это произведение Идриса Базоркина критики называли написанным кровью сердца. И до сих пор оно является настольной книгой у многих читателей. Амина Бокова вновь познакомит нас с героями романа и потомками знаменитого писателя. Этот роман писал не я, а сам народ. Тысячи ингушей рассказывали о тех или иных событиях моей эпохи, а я записывал. Так Идрис Базоркин рассказывает о самом ярком произведении в его творчестве – романе «Из тьмы веков». Книга – это не энциклопедия жизни ингушского народа. Она о становлении личности, о борьбе характеров, в условиях значительных исторических событий, о людях, создавших эту историю, не раз говорил автор. В течение всей жизни он мечтал написать одну большую книгу о своем народе. Он хотел о всех трагедиях, которые народ пережил, о всех правдах и неправдах. Так случилось, что он успел написать только первую книгу. Он написал только первую книгу. Написал он ее за 152 дня. «Из тьмы веков» – первая книга из трилогии. Обитатели башен и тайны замка Альгети не вышли в свет из-за событий осени 92 года. Ко второй и третьей книгам уже были заготовки. Очерчены основные сюжетные линии, написаны характеристики и некоторые диалоги. Весь этот материал утерян. Дочь писателя Аза Базоркина с теплотой вспоминает, как по вечерам они всей семьей собирались за одним столом, чтобы послушать новые главы пишущегося романа. Утром, днем работал. Ночью мы садились вокруг него все, и он нам читал главу. Не главу или эпизод, или что-то такое, очень кусок из книги читал. А мы давали оценку, нравится нам или не нравится, что не нравится. Иногда ссорились, спорили в это время. Вот это была такая живая, очень живая работа. «Из тьмы веков» – это больше, чем роман. Это жизнь в прозе с ее каверзными поворотами, разлукой, семейными драмами на фоне исторических событий. В то же время автор передает всю стойкость, смелость, мудрость и веру народа в светлое будущее. На примере нескольких семей он смог передать характер всего народа. Мне пришлось быть участником или свидетелем многих событий нашей эпохи, беспокойной, трудной и романтической, и я должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые будут узнавать нас уже издалека. Калой, Зару, Хасан Хаджи, Наса, Гайтимир. Эти яркие персонажи навсегда запомнятся каждому, кто хоть раз прочитал «Из тьмы веков». Кстати, у самого Идриса Базоркина любимым героем был отец Калоя, Турс. История его жизни впечатлила многих читателей. Примечательно, что имя Турс в жизни самого Идриса Базоркина, как выяснилось, имело особенное значение. Ведь так зовут одного из его сыновей. Одно главное слово, которое может охарактеризовать вообще весь спектр ощущений и всего, что связано с этим, это ответственность. Задумывая эту книгу, зная, что это будет персонаж вот с таким характером и такой-то будет он роль играть, он ему, соответственно, и имя присвоил то, которое ему именно, видимо, больше всего нравилось. Идрис Базоркин жил народом, его уважали и любили, а после публикации романа «Эпопеи» писали и приходили высказать свое восхищение за этот труд. Выход поистине этого великого романа произвел тогда настоящий фурор. В тот уже далекий 1968 год. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Куда бы ты ни пришел, на свадьбу ли, на похороны, просто в гости, везде и всюду говорили только об этом романе. Даже на рынок, магазин
на учебу в институт, на работу. Всюду была вот одна и та же тема, а вы слышали, а вы знаете, вышел вот такой-то роман Идриса Базоркина. Книга Идриса Базоркина «Из тьмы веков» – это все равно, что для русского читателя «Война и мир» Толстого, Достоевского, Чехова и других классиков русской литературы. Идрис Базоркин, хотя и пишет книгу эту на русском языке, но прежде всего это книга об ингушах. Когда я читала эту книгу, я брала очень много для себя, очень много важного. Я много узнала об истории ингушей, много узнала об их обычаях, об их традициях, многое узнала об этнографии ингушей. Вот. Идрис Базоркин, он хотел написать продолжение. Было бы очень здорово, если бы у него получилось. Жаль, что вот так вот вышло, конечно, но роман очень мне нравится. Я думаю, что всем нравится. Я не встречала человека, которому бы не понравился этот роман. По мотивам романа не раз ставили спектакли, причем постановки каждый раз собирают полные залы зрителей. Посмотреть на оживших героев своей любимой книги приходят люди самых разных возрастов. В честь книги даже установлен памятник в Назране. Недавно вышел и первый в Ингушетии мюзикл по мотивам известного романа. Амина Бокова, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.